В эфире «Актуальное интервью». В эти дни в Якутске собрались архитекторы, дизайнеры, урбанисты из 12 стран и регионов России на международную конференцию. Они приехали под названием «Города и люди». Мероприятие начинается сегодня. И вот как обустроить лучше наши города? Что такое современный город? Дискуссии пройдут по 4 секциям. Это городская среда, пространство общения, новая культура коммуникации, будущее экономики, города в эпоху цифровизации, информационные технологии, социальные институты. Об этом мы сегодня поговорим с нашей гостьей в студии. Это руководитель проектов Центра компетенции по вопросам городской среды Министерства строительства Российской Федерации Анастасия Трегубова. Анастасия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Вот, собственно, про Центр компетенции. С какой целью он был создан, этот Центр компетенции по вопросам городской среды? И такие центры есть во всех регионах или он только один? Да, центр был создан прежде всего для равномерного развития городской среды. Мы занимаемся вовлечением молодежи в формирование комфортной городской среды, в том числе и в рамках приоритетного проекта. Я думаю, вам известно. Здесь Формирование. Да, сейчас у нас создано более 10 центров компетенций. Также у нас есть российский проект «Городские реновации». Мы в рамках этого проекта вовлекаем молодежь, работаем с молодежью активно. В рамках деятельности Центра компетенций и для чего он создан, также для сотрудничества с федеральными экспертами, сотрудничества с региональными экспертами, для того, чтобы эксперты в этой области, архитекторы, проектировщики, специалисты в области сохранения исторического наследия, это очень актуальная проблема сегодня, взаимодействовали со студентами, чтобы студенты, обучаясь на вторых курсах, уже могли приобретать какой-то практический опыт, не зацикливались только на обучении внутри вуза, в том числе обладали актуальной информацией, потому что то, что происходит в Москве, например, в рамках образования, получения актуальной информации, может не доходить до регионов. И это тоже стратегическая цель нашей деятельности – дать равномерное образование архитекторам и равномерные возможности. То есть такой комплекс мер принимает за центр. Да, вот вы сказали, 10 центров существует сегодня. Да, мы сейчас активно занимаемся. Вот наш руководитель Олег Заря, директор Центра компетенции, руководитель всероссийского проекта, активно ездит по России, в том числе мы проводим мероприятия федеральные по России для того, чтобы открывать эти центры компетенции, для того, чтобы сами студенты принимали участие. То есть это не просто создание центров и их функционирование, это активное участие студентов и предложение с их стороны по взаимодействию с экспертами по развитию городской среды. Вот мы перейдем к собственно, непосредственно конференции «Города и люди». Современные образы там часто обсуждаются. И вот каким должен быть современный город с учетом современной цифровой жизни населения? Вы знаете, хочу сказать, я поездила, мои коллеги поездили по регионам. В принципе, я думаю, что для любого человека это понятно. У нас страна большая, и для каждого региона все индивидуально. Например, то, что нужно для Якутии и жителям Якутии, студентам Якутии в этом направлении, в этих направлениях архитектуры и проектирования, может быть, не нужно для другого региона. У каждого свои проблемы. Что касается цифровизации, вот сейчас, например, мы в том числе занимаемся проектом «Умный город». Это комфортное развитие городской среды, цифровизация, развитие IT-направлений. Например, человек упал, ему плохо, ночь на дворе, никто мимо не проходит. Срабатывает датчик, к нему приезжает скорая. То есть совершенствование города и с этой точки зрения. Ну, к примеру говоря, про ту же помощь, да, сработал датчик, приехала скорая, где-то уже реализуются подобные проекты, может быть, не в России, может быть… Да, конечно. Вот сейчас в Нижегородской области реализуются такие программы, в том числе в рамках конкурса «Малые города. Исторические поселения», который недавно прошел. Мы, наши студенты, принимали участие, потому что это для нас вообще приоритетно, чтобы студенты могли представлять свои проекты и побеждать. Да? Мы разрабатываем дизайн-проекты, наши эксперты разрабатывают проекты совместно со студентами и подают заявки на конкурсы. Собственно, студенты с Воронежа победили, и там есть также направление умного города, которое будет реализовываться спустя несколько лет.
Ну, это мы поговорили немного про будущее. Не стоит забывать, и, как говорится, и не зная свою историю, у нас нет и будущего. Как вот сохранить исторические памятники? Иногда иногда целые это районы получается, то есть в современных условиях. Насколько Ну, это знаете, трудно? такая достаточно тонкий вопрос, тонкая проблема. Ее, конечно, нужно обсуждать с экспертами, но вот что я слышу от студентов, и мы часто обсуждаем этот вопрос, потому что он такой достаточно дискуссионного характера, потому что обязательно будет тот студент или просто человек, представитель, там, житель города в первую очередь, потому что мы делаем такие программы, чтобы студенты могли взаимодействовать с населением, потому что именно студенты должны реализовывать, и архитекторы должны реализовывать желания жителей городов. И всегда есть две полярные точки зрения, что нужно сохранять исторические поселения, и историческое наследие нужно сохранять. И всегда есть точка зрения, что нужно все сносить. Например, сейчас в Нижегородской области, в том числе к чемпионату мира, да, вот проходят реновации, и это очень тонкая проблема, которой у нас занимаются и в том числе эксперты. А какой-то вот золотой середины в этом вопросе удается достигнуть? Знаете, да, удается, потому что обязательно есть такие там памятники, которые никогда не будут снесены. Но, опять же, как я уже сказала, обязательно есть полярные точки зрения, потому что это просто мнение, и истину здесь очень тяжело нащупать. А есть какие-то вот примеры вот прям рабочих практик в каких-то городах России вот именно по поводу сохранения исторических памятников и так далее? У нас сейчас планируется федеральный форум в сентябре месяце, и как раз у нас будет посвящена тема сохранению исторических поселений, в рамках которой у нас будет реализация. Вот продолжение этой темы. У нас создается структура в рамках Центра компетенции по развитию, вот, в том числе сохранения исторических поселений. То есть мы только начинаем работу в этом направлении. Ну вот вернемся к комфортной городской среде. Активно, как вы говорили, принимают участие в ней студенты. Один пример из Нижегородской области, да, вот вы привели тоже. И вообще в целом студенческие работы, студенческие идеи, вот эти идеи молодых, они в принципе с реальностью сегодняшней совместимы или все-таки слишком амбициозны? Знаете, по-разному бывает. Но я хочу сказать, что очень важно прислушиваться к молодежи. Есть стереотип, что молодежь еще там юна слишком и мало опыта, но это всегда и плюс, и минус. Именно для этого у нас достигается такой симбиоз. То есть эксперт, который, если что, может направить, вот так сказать, так, ты отошел. Но в том числе и студент может предложить свои идеи. Именно для этого осуществляется. Потому что если будут делать там только представители от 50 эксперты, то это будет совсем неправильно, потому что есть молодое мнение, оно тоже экспертное. Соответственно, для этого мы проводим образовательные сессии. Вот у нас вчера прошла сессия «Дизайн мышления» с участием муниципалитетов. Это люди, которые уже эксперты, они знают, не поработали в полях, они знают особенности взаимодействия с органами власти. И есть студенты, у которых новаторские решения, они разработали карты на сессии «Дизайн мышления» по реновации пустыря «Квартал 79», я думаю, вы знаете. А в каких регионах студенты вот уже, может быть, громко заявили о себе? Вот, как я уже рассказывала, в рамках конкурса «Малые города. Исторические поселения» это очень громко, потому что это федеральный конкурс. В Воронеже победили они, в том числе финал Ставропольский край вошел. И я думаю, что у них еще все впереди, когда они будут реализовывать эти программы реновации общественных пространств. Вот. Но поговорим про наш город непосредственно, то есть Якутск. В какую сторону он может развиваться? Вот, как вы нас заметили, наверное, не так много зеленых зон. Может быть, это связано с таким компактным размещением коммуникаций. И как можно решить эту проблему? Мы по итогам вчерашней сессии «Дизайн мышления» создаем как раз Центр компетенции региональный. И в рамках деятельности Центра компетенции у нас будет вестись работа, в том числе и по созданию сообщества городских реноваций, которые у нас функционируют уже более чем в 25 регионах Российской Федерации. В рамках этой деятельности будут и осуществляться проекты в рамках конкурсной основы. Вот будет проводиться конкурс на реновацию этого
этого пустыря, о котором я говорила. В том числе привлекаются эксперты, студенты будут обучаться по взаимодействию с органами власти, как продавать свой проект, потому что мы все-таки ориентированы, чтобы студенты умели и бизнес свой создавать, чтобы они были конкурентоспособны, потому что если студенты будут конкурентоспособны, то тогда и среда будет развиваться. Вот такие у нас цели. Ну, как мы в уже... Якутии. Очень хорошая, я думаю, даже очень благородная цель в этом плане, то есть поддержать молодые начинания. И вот, как мы уже говорим в течение всей нашей беседы, вы работаете с молодежью, что бы вот посоветовали выпускникам, которые, возможно, выберут профессию, связанную с городской средой? Что будет востребовано завтра? Какие специальности? Да, я хотела бы сказать, на самом деле, что сейчас создается такая новая профессия, она называется урбанист. То есть не обязательно вообще быть архитектором, чтобы заниматься городской средой. И это и архитекторы, это и проектировщики, это и социологи, это и журналисты в том числе. В общем, это пул разных представителей, которые, в принципе, самое главное, заинтересованы в развитии городской среды. Что я могу посоветовать, это на самом деле не, особенно архитекторам, не бояться предлагать свое мнение, не бояться быть лидером в этом направлении, потому что если не предлагать, если даже не ошибаться и не пробовать вот на ощупь, то, в принципе, тогда и не будет получаться ничего. Вот. И самое главное, один в поле не воин. Нужно создавать, нужно привлекать больше единомышленников, искать способы реализации именно вот в рамках реализации проектов, своих идей. То есть главное собрать вокруг себя команду. Да. Хорошо. И вот говоря еще про реализацию, где еще могут о своих проектах донести свои проекты, идеи, где еще могут студенты, молодежь, молодые архитекторы? Я так понимаю, вы не только про Якутию спрашиваете, да, сейчас? Но я все-таки считаю, что нужно в рамках своего региона в первую очередь начинать деятельность, потому что все зависит от твоего региона, от особенностей развития и поддержки молодых талантов. Что могу сказать, это молодые студенты, ребята, которые занимаются архитектурой. urbanrenovation.ru, если позволите, немножко прорекламирую. Заходите на сайт, пишите нам, звоните по указанным контактам, предлагайте свои идеи, вступайте в наше сообщество, мы обязательно всегда открыты. Любому человеку работаем индивидуально с каждым студентом, с каждой инициативой, и нужно начинать что-то делать. Никогда на одних идеях нельзя выехать, нужно действовать и брать в свои руки. То есть идея – это хорошо, но не стоит забывать и непосредственно про работу над этой идеей, чтобы она превратилась в то, что ты хочешь. В результат, да. Анастасия Александровна, спасибо большое, что пришли в нашу студию. Желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо, взаимно. А я напомню, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.